Здравствуйте, уважаемые жители Республики Башкортостан. Сегодня очередная встреча, и мы беседуем с Николаем Бажиным. Известный у нас в Уфе человек. Здравствуйте, Николай. Известен в узких кругах только. Ну, почему же? Вы все равно принимаете активное участие в политической жизни республики. Ваши работы даже со мной, они достаточно серьезные и сделали свой резонанс. И все-таки, Коль, я перейду на «ты», если позволишь. Как тебе кажется, республика сегодня, что ее тревожит? Я думаю, ее тревожат те события, которые всех, в принципе, тревожат. Как-то у нас в стране идет. Ну, прежде всего, баймакские события ушли на нет, просто скатились. Поэтому я думаю, что экономика, прежде всего, ну, плюс некоторые, может быть, политические потрясения, интриги. Идет глава на выборы, не идет глава на выборы. Ведь он об этом сейчас пока еще не заявляет. Все вроде как ждет Путина решение. То есть он сам не принимает решения? Ну, возможно, нет, я не знаю, я не вникал. Кстати, я отмечу, что в последнее время мне стало скучно политикой интересоваться и смотреть. Я больше ушел как-то больше в свои, наверное, задачи, проблемы, мысли и советую многим тем же, потому что политика у нас в России в целом, по стране, она имеет такое свойство, когда от людей мало что зависит. То есть она тебя обманывает, по сути дела, доверия нет? Да, я думаю, что какой-то прямой демократии на самом деле нет. Это видно по тем или иным событиям. А вот у тебя есть этот внутренний запрос? Кого бы ты хотел видеть главой? Кого бы или какого бы человека? И вообще тебе мешает, может, или не мешает вообще Хабиров? Мне Хабиров, честно говоря, моя жизнь, она не зависит от него вообще никак. Вот ровным счетом никак. Ни в плюс, ни в минус. Я поэтому на главу региона так не смотрю. Для людей был бы хороший человек, который боролся бы прежде всего с коррупцией и был бы экономистом. То есть все-таки коррупция? Все-таки коррупция. И еще один момент такой. У нас отсутствует политическая конкуренция, но это больше к России в целом. То есть у нас нет партий каких-то сильных. Вот в США есть двухпартийная система, но у них определенный выбор есть. У нас, условно говоря, там 6 цветных рожков для мороженого. 4 парламентских партии. Да, но выбрать из них нечего, учитывая, что я, кстати, в партии зеленых до сих пор состою. Мне просто, казалось какое-то время, что это все-таки существенно. Я, тем не менее, в ней состою, но не вижу каких-то ключевых моментов. Поэтому я думаю, что это общая температура по больнице. То есть это не конкретно от партии «Зеленые» зависит там что-то, а вообще. Коль, тогда мне интересно, вот чисто мне, мои шансы, как ты их оцениваешь? Насколько вообще реально вот так выйти в поле, тем более ты знаешь мою историю несколько больше, чем остальные, наверное, и заявиться на главу, знаешь, точно так же, расскажешь, не расскажешь, какие шансы у меня были полгода назад, какие шансы были на начало года, и какие шансы сейчас. Вообще есть эта возможность вот зайти независимому кандидату? Я думаю, что это должно произойти, ответ честный будет, это должно какое-то созвездие сойтись должны звезды. Почему? Потому что, должна взять на себя ответственность партия, которая бы выдвинула такого кандидата. Это первое. Второе, в Кремле должны присмотреться и действительно понять, что, есть все-таки альтернатива Хабирову, да, по крайней мере, которую видно. Вот почему, например, у нас вот по Путину нет альтернатив? Да потому что их не выдвигал никто. Думающие люди, они боятся просто репрессий, просто они не пошли. И не пойдут. И тут то же самое, это как бы какая-то определенная калька. Ну и, соответственно, вот, что касается самого главного, в сложные времена в нашей стране лидер тот, за кем улица идет. То есть народ. То есть, да. А для этого надо с народом, естественно, проводить какую-то работу. У Хабирова я смотрю за его, присматривался длительное время, но сейчас мне что-то никто не интересен, вот честно говоря. А народ проснулся в республике? У нас население сейчас в каком запросе? Прошли определенные трагические события. Оно проснулось или нет? Как ты считаешь? Я думаю, что недостаточно. Та часть населения, которая принимала в баймакских событиях участие, да, я не считаю, что это... Я думаю, что это был выплеск, но это люди сознательно пошли на определенный риск и так далее. И ведь сколько там, 10 тысяч человек было? Это если всю температуру по больнице, это не огромный процент на самом деле в регионе. Как правило, какие-то волнения или события, они происходят тогда, когда
когда карман человека затронут, когда ему есть нечего и так далее. У нас, несмотря ни на что, у нас не Зимбабве, у нас никто не голодает. У нас как бы есть моменты, которые все-таки людей сдерживают. Им есть что терять, поэтому они не идут. Все-таки это не экстремисты, вот твое мнение. Это все-таки был протест против каких-то... Я бы их назвал не экстремистами, а экстремалами. То есть, как бы, ну да, понять, что нет, экстремал это не в поисках удовольствия, это человек, который на экстремальные ощущения соглашается, понимая, что там как бы дубиной можно получить. Ты думаешь, они понимали? Я думаю, что, возможно, они заблуждались и сейчас глубоко жалеют. И вот когда я смотрю на Урала Байбулатова, который призывает там какие-то органы создать туда-сюда, что Урал Байбулатов предлагает? Некую такую воронку, в которую всех затащит по принципу вот этой вот организации. То есть я так понимаю, что он либо на кого-то работает какое-то лицо, да, конкретно взятое политическое, при этом которое находится в тени, либо он, не знаю, в свою шарманку он наверняка не играет, потому что он обычно выходит сухим из воды, по моим подсчетам, ну и любитель пообещать выплатить ипотеку полицейским. Ну вот это лично мое ощущение, Коля, вот я не знаю, сравнивай, не сравнивай, оно ведь достаточно сейчас сложное. Я первой, наверное, разместила этот материал после «Коммерсанта», да, где нашла эту Башкирию, и после чего и Юмагулов, и Байбулатов, собственно, разместили вот эти свои призывы. Я не понимаю только одного. Я предупреждала, что не надо ехать 17-го. Я предупреждала, что подобные действия будут истолкованы уже как давление на суд, собственно, чего и произошло. И на сегодняшний день фактически определенные люди призывают людей опять собраться, насколько я поняла, уже матерей, жен, на территории Уфы и устроить опять очередной митинг с целью давить, опять же, на кого? На суд? Я только одно не понимаю, у людей совесть есть, их же могут точно так же, как по результатам событий 17 января в дальнейшем принять, ну, кто-то скажет, репрессивные действия, власть скажет, вполне себе законные действия. Идет дело уголовное, оно возбуждено. Я не понимаю, люди не думают, что ли, о последствиях? Я думаю, есть люди, которые думают эмоциями, и потом они вынуждены стать экстремалами. Экстремалами, не экстремистами. Вот. А экстремистами они стают по версии уже органов. Вот. А на самом-то деле это немножко иначе. За каждой организацией, за каждым каким-то движением стоит какое-то лицо, которому это интересно. Вот это одна из причин, почему уже, наверное, лет 10 я ни на какие митинги не хожу. Когда-то я их организовал в 2013 году, когда-то я действительно тоже был экстремалом, ну и, скажем так, ярко настроенным, оптимистично. Качать толпу, это было в моей биографии в 2013 году. Кто вспомнит митинг Кроношпана, там 3800 человек, это было очень немало. Он был заявлен на меня, понятно, что это была другая история. Но я сейчас советую всем жителям пережить этот сложный период. Я уверен, что в нашей стране произойдут изменения достаточно непростые, но это произойдет не в ближайшее время. А все-таки думаю, что президент нашей страны ставит задачу завершить эту военную кампанию. И по этой причине вот это будет показателем его дальнейших действий. Вот мое мнение лично такое. Ох, ты прям тестовое задание для президента отмерил. Ну, я считаю, что ему надо завершить, потому что он ее начал специальную военную операцию, значит, он ее должен закончить, и он вообще-то рассчитывал на то, что закончит. И на поле боя мы видим, что наша страна не терпит поражения, да, то есть она, я так понимаю, закрепилась на позициях. Продолжать такую кампанию длительное время, это очень обременительно для противоборствующей стороны. И у нас, я подчеркиваю, в нашей стране не критичная ситуация. Мы не умираем с голоду, у нас есть имущество. Вот мы посмотрим, если, да, по улицам города, как живут люди, во что они одеты, на каких машинах они ездят и вообще куда они ездят отдыхать. Я бы не сказал, что мы из Зимбабве, поэтому, учитывая, что людям есть что терять, они поэтому не хотят это самое идти и потерять все, да. А вот когда людям нечего терять, да, то тогда вот они идут. Вот мы посмотрим на Палестину, да, вот у них там, видимо, вот такая история. Терять. Я думаю, что кроме своей жизни нечего. Долго осталось до того, скажем, момента, по твоим оценкам,
когда нам нечего будет терять. После завершения СВО Владимир Путин, скорее всего, объявит о том, что Россия отвоевала свой суверенитет, и большая миссия ее на этом закончена. И наступает другой этап развития нашей страны. И вот этот этап уже другое покажет нам. Ну, во-первых, что я вижу, придут люди из СВО и зайдут на руководящие должности. Но руководить они будут, скорее всего, абы как. Почему? Потому что руководить должен профессионал, а не тот, кто Последние 2 года воевал, да, не занимался. да, и то есть большой вопрос, как они будут руководить. Потом, когда положение, скорее всего, ухудшится, и будут какие-то репрессии внутри страны, скорее всего, либо колебания, страна осознает, что нет, надо подход все-таки профессиональный найти, и профессионалов она нанять. Будет способна на это? Я думаю, что возможно, что многие... Риск есть. Риск определенный есть, вот таких вот возникновений экстремалов. Подчеркиваю, экстремалов. Вот. И тут вот как-то так я это вижу. Поэтому я считаю, что каждый человек должен сохранить прежде всего себя, свою жизнь, свое имущество и идти в развитие. Ну, тогда у меня к тебе вот 2 буквально последних вопроса. Вот что ты считаешь важным для Республики Башкортостан сейчас вот с точки зрения, какие проблемы? Вот просто твои личные, возможно, проблемы. И такой дурацкий вопрос. А у Республики есть будущее? Вот там все-таки тьма или свет? Надежды или какие-то, скажем так, мрачные прогнозы? Республика может черпать, скажем так, республика может идти в будущее, двигая технический прогресс, но проблема в том, что коррупция этому мешает. Я очень рад был бы, если бы у нас построили, например, завод по производству батарей, если бы у нас были машины электрические, которые перемещались бы, ездили бы, и на этом заводе работало бы очень много людей. И я бы очень рад, чтобы заправки были, чтобы электричество вырабатывалось, и за экологию в том числе. Но дело в том, что чтобы этот прогресс двигать, есть определенная группа лиц, которая должна иметь с этого. Грубо говоря... Ты признаешь определенный процент, скажем так, заинтересованности, но это же коррупция. Нам нужен-то не второй «Газпром», только электрический, да? То есть, чтобы всем какая-то корпорация, а чтобы... Ты не отвечаешь на вопрос, Коль. Да. Все-таки есть будущее или нет? Вот твоя чисто надежда или нет? Отсутствие надежды или, может быть, тебе вообще пока все равно? Будущее есть, оно просто печально. Я просто задумался больше о своей судьбе, о судьбе тех, за кого я могу ответить, а не за тех, за кого я не могу ответить. Как-то что тебя так. сегодня беспокоит, вот если к первому вопросу? Вот конкретно беспокоит. Вот что тебе сегодня, скажем так, создает дискомфорт в жизни? Вот сейчас поднимают тему, страшная тема на самом деле, тему мигрантов, например. Тему детей и их контроля в сетевых ресурсах. Смотрите, проблема мигрантов, сколько стоит жизнь человека, мы можем оценить по той истории, сколько заплатили террористам, да, то есть ничего обещали. Не стоит. Это означает, что ничего. И, по сути, таких людей мы в нашу страну пустили очень много. Я думаю, что с ними и с их детьми возникнут проблемы, потому что они не принимают наших ценностей и нашего образа жизни. Это проблема вообще? Да, в будущем это проблема, потому что когда будут... Я не так давно узнал о том, что Коран продается разного рода. То есть, оказывается, есть разные вариации, да. Есть какой-то ваххабистский и так далее. Нет, есть сих Корана и с неким расширением шариата, потому что шариат – это все-таки светские законы, написанные пророком Мухаммадом. На самом деле книга основная – это Коран. И, как говорится, все главное лукавство в трудностях перевода, как всех Коранов. Наши дети в будущем столкнутся с тем, что у нас будет большой раскол между потомками мигрантов, то есть те, которые их дети, да? Мы нетолерантные, как Европа, да? Мы нетолерантные, да, но либо мы эту ситуацию сейчас купируем, но, опять-таки, я не думаю, что руководство Российской Федерации откажется от взаимоотношений с странами Азии, да, то есть это же придется их разменять. Если мы выгоним всех мигрантов, тогда, значит, страны эти от нас отвернутся, потому что это у них бюджеты. Равно. Лично нам все равно. У нас ведь рабочие руки.
Они сегодня замещают очень серьезный сектор. Рабочие руки мы в такси видим. А давайте проследим цепочку тогда. Рабочие руки почему замещают? Значит, с экономикой что-то не так. А кто эту экономику делал? Наверное, те, кто сидят сейчас у власти. А что они нормально-то не сделали? И это что, это они сейчас на президента вешают всех собак, что ли? Это он не прав? Ну нет, тут можно поиграть, конечно. Тогда, Коль, собственно, резюмирую, наверное, тебе не все равно все-таки. Как политика, как говорится, относится к тебе или касается тебя. Конечно, наверное, лично мое впечатление. Пытаешься сейчас закрыться от этого, скажем так, негатива, но тебе не все равно. Я перестал смотреть новости про СВО. Я перестал смотреть какие-то негативные новости и больше переключился. То есть, вот, кстати, у журналистов была такая тема, по крайней мере, раньше, что кровь, гадость, все прочее, это привлекает людей, поэтому давали этого как можно больше. Сейчас люди этим присытились, и сейчас многие закрываются от этого. Я сам стал закрываться. Да, я какие-то нарывы общества снимаю, например, там строительные конфликты, еще что-то. Но тут защита прав граждан определенная существует. Мне интересно, до какого уровня деградируют наши власти и наше государство, что начнется, вот так все. А вообще я в ближайшем будущем планирую поменять род деятельности Баженфактора, да, и заниматься темой развития городских пространств. То есть то, на что мы действительно можем повлиять. Завершая на этом, я тебя с этим поздравляю, потому что это, наверное, то, чего не хватает, конструктива. Одно дело, как говорится, вечно ныть и страдать, да, от этого негатива, с другой стороны, все-таки попытаться сделать что-то хорошее, полезное. Спасибо, Коль. Здесь я была, рядом с президент-отелем, скажем так, на тропе Уфимского ожерелья, с Николаем Баженым. Башкирская весна настала. Спасибо. Спасибо, Коль. До свидания. До свидания.